Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одной из утренних молитв есть такие слова: «И даруй мне, Господи, всю настоящего жития ночь прийти ожидающими пришествия светлого дня единородного Сына Твоего». В самом деле, когда мы оглядываемся вокруг себя на нашу такую жизнь, мы видим войны, болезни, грехи, преступления, когда люди бросают свои семьи, страдают от болезни, одиночества. И этому противостоит духовный мир, тот мир, который дал начало этому видимому материальному миру, но при этом дал ему свободу идти к свету или быть, довольствоваться самим собой. И мы видим, что христианство, оно все начинается, оно пронизано именно радостью. Самая главная книга об Иисусе, 4 книги, называются «Радостная весть» Евангелия. И праздник сегодняшний называется «Благая весть». То есть это синоним радостной, благая весть. Потому что это весть о том, как духовный мир, Божий мир соединяется с миром тварным, миром нашей жизни и пронизывает ее своей благодатью, своей радостью, настолько, что Мария, принявшая весть о том, что у нее родится сын, царство которого не будет конца, и от ангела слышит, что на ее возражение, как это будет, если я мужа не знаю, ангел ей говорит: у Бога не останется бессильным никакое слово. Елизавета, сродница твоя, называя бесплодную, ждет чада, и ему уже 6-й месяц. И Мария идет из своего городка Назарет, идет к своей родственнице в Иерусалим. И там, когда ее Елизавета встречает, то уже, хотя всего совсем недавно, прошло, может быть, несколько недель с момента Благовещения, когда Мария приняла от Господа весть, что у нее родится сын чудесным образом, без мужа. И несмотря на это, уже такая благодать обитала в ней, что когда Елизавета только ее увидела и услышала, она говорит, что какая радость пришла ко мне, что Матерь Господа ему пришла ко мне. Ибо когда я услышала глас твоего приветствия, радостно взыграл младенец в очреве моем. Младенец, которому уже был 6 месяцев, уже начинает ребеночек шевелиться, но он не просто шевелился, он уже узнал того Мессию, который еще совсем младенчиком в очреве Девы Марии приблизился к нему. И эта радость так охватила обеих женщин, что Елизавета говорит: «Откуда мне сие, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Господа, который Сын Небесного Отца, приходит сюда в мир, чтобы дать нам силу, благодать, наставления, нам подниматься из этого падшего мира, видеть и в нем красоту, радость, и самим быть служителями этой радости, красоты и любви. И Мария сказала замечательные слова: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей». Это важное человеческое качество смирения, когда мы представляем себя небольшими, маленькими совсем, но в нас, в каждом из нас, вложено семя образа Божия. И мы не должны думать о себе, что мы какой-то мусор. Нет, мы самые великие из всего творения. И тем не менее, по сравнению с Господом,
мы так же малы, как Земля мала по сравнению с галактиками, которые удалены нас на миллионы световых лет. Представляете расстояние, масштабы Вселенной. Свет от Солнца до Земли доходит до 8 минут. А галактики, которые видят в совершенные телескопы, находятся на расстоянии миллионов световых лет. Представьте масштабы. И вот такой же масштаб Бога, Творца и нас с вами. И тем не менее, каждый из нас несет в себе этот образ и подобие Божие. Важно об этом не забывать, важно помнить о нем. Этот образ будет соединяться, радостно соединяться, как в той же молитве сказано: «Празднующий глаз непрестанный, и изречена сладость, зрящая от Твоего лица». Господь, то есть лицо Бога, доброту неизреченную, о которой нельзя сказать. И вот сегодня мы встречаем этот радостный праздник. Для нас он еще особенно радостный, потому что это не только праздник всей церкви, но и центрального предела нашего храма Благовещенского. Вот мы видите, здесь архангел говорит Марии о том, что она будет матерью Мессии. Вот такой у нас радостный тоже сегодня день. Поэтому будем благодарить Господа и не удручаться от каких-то немощей, болезней, понимая, что это временная, а вот радость евангельская, которая нам приоткрывается, она вечная. И уже мы можем и здесь, на земле, входить в эту радость, когда мы молимся, когда мы вслушаемся в песнопение. Конечно, может, не все слышим и понимаем, но хотя бы прилагать усилия, не просто равнодушно, что-то там пропели, и ладно, а по мере сил то, что слышим, это воспринимать. И с этими словами будут и в нас сходить радость, жизнь, мир, любовь. Аминь. Милостью, щедротою, чеколюбием и дородного Сына Твоего, с Ним же благословен Есей, со Пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.